Грузим бюллетени пачками и отправляем в места ближние и дальние. Груз особо ценный, поэтому к пунктам временного назначения отправляются в спецмашинах и с вооруженным сопровождением. Очень ответственный этап. Мы действительно в этом году предложили новый формат, и нас поддержал наш полиграфический комбинат, что отправку не делать не в один день, а постепенно, совершенно точно быть уверенным, что груз доставлен, его пересчитали, его приняли на охрану. Ничего лишнего, исключительно только то, что потребуется для того, чтобы выбрать нужных кандидатов. Уже через неделю эти бюллетени, которых более 6 миллионов, должны оказаться в урнах для голосования. Пробные экземпляры печати, а также бракованные бюллетени уже оказались в урне для мусора. Чтобы бланки случайно не достались врагам честных выборов, они не просто выброшены, а публично отправлены под нож гильотины. Типография работала в эти дни в круглосуточном режиме, все было согласовано с Центральной избирательной комиссией. Работа выполнена в полном объеме, точно в сроки, которые было согласовано с Центральной избирательной комиссией. За что отдельная благодарность, хочу сказать, что этот профессионал сам работает без воскресенья, всем своим сотрудникам выходных не дает. Поэтому спасибо за такую ответственную работу, за такой подход. О такой круглосуточной работе с бюллетенями кандидаты, возможно, и не подозревают. И те, кто только входит в этот процесс, и те, кто в нем уже давно. Так, тут 5-я камера. Выйдем на тебя. Сверху вниз, пожалуйста. Агитационный период завершается. В этой избирательной кампании он на 2 дня короче из-за того, что голосование начинается уже в пятницу, когда агитация запрещена, в том числе и в социальных сетях. Действующим законодательством регулируется данный вопрос агитации, в том числе и в социальных сетях. Сейчас есть особые полномочия, были поправки недавно и у Роскомнадзора о том, что они могут удалять контент самостоятельно, да, и кроме того обращаться к правообладателю, то есть тот, кто опубликовал информацию, с рекомендацией об удалении информации. Впрочем, кандидатов сокращение сроков агитации, как ее содержимое, похоже, особо не тревожит. Больше волнует увеличение сроков голосования. Вы знаете, вот это день, 2, 3, она не имеет большого значения. Конечно, вот эти 3 дня – это палка о 2 концах. Конечно, один конец – есть коронавирус, есть болезнь, коронавирус он есть, никуда от него не денешься. Вроде как бы мы должны соблюдать, именно беречь о здоровье наших граждан. Но есть и другой момент, понимаете, где мы столько наберем наблюдателей партии. На полных парах несется наша агитационная машина, у нас сотни тысяч газет, у нас подготовлены кубы, по всей республике проходят наши пикеты. 1 или 2 дня здесь не решают с точки зрения агитации. Вот эти многодневные голосования, они по другим причинам порочны. Свежесть бывает первая, она же последняя. И день голосования должен быть первый, он же последний. Ударная волна агитации нашей партии не требуется, потому что мы полномерно работаем в течение всего года. У нас существует Центр защиты прав граждан, когда мы оказываем помощь, знакомимся, мы на слуху, и для этого нам буквально 2 дня, наверное, никакой погоды не решит. В то же время 3-дневное голосование, конечно же, умножает расходы партии ровно в 3 раза. Работы и расходов прибавляется и тем, кто будет обеспечивать процесс голосования, и не только потому, что оно 3-дневное. В сравнении 2016 год – 40 тысяч камер, 2021 год – 100 тысяч камер, 2016 год – 40 тысяч камер снимает 12 часов видеонаблюдения. 2021 год мы снимаем свыше 70 часов. Если раньше мы 12 часов охраны избирательного участка, то сейчас это не 12 часов, а начиная с 16 числа наши правоохранительные органы должны в круглосуточном режиме обеспечивать охрану каждого объекта, каждой участковой комиссии. Предоставление перчаток, предоставление масок, предоставление одноразовых шариковых ручек. Это каждому члену участковой комиссии халат, это каждому члену участковой комиссии защитный шлем. Это каждый член участковой комиссии, который особенно работает со списками, защитный экран. Это порядка 12 миллионов наименований всех продукций. При этом не сказать, что в уходящий агитационный месяц была такая же широкая палитра мыслей и идей, по крайней мере на региональном уровне.
Нельзя сказать, что накал борьбы был какой-то фантастический, зашкаливающий. Наверное, понятен лидер, наверное, понятно второе место. Борьба идет за третье-четвертое место. То есть, уже объективно это оценивается, непонятно, кто займет. И, возможно, будут какие-то сюрпризы. От каких-то ярких идей, лозунгов предложено избирателю не было. Мне кажется, это небольшая недоработка. Что касается, например, «Единой России», то у партии власти получилось собрать хорошую первую тройку. Агитационная кампания, она не должна или не может быть в принципе. Она, конечно, активизируется в предвыборный период, да, но в принципе это повседневная, опять же, работа. Если ты на финише только пытаешься показать какой-то результат, то, как правило, это результат, не приводящий к тому итогу, на который ты рассчитываешь. То, что мы можем делать, мы делаем. То, что мы можем видеть, мы видим. То, что мы можем говорить, мы говорим. В пределах допустимого. Здесь не только каждая секунда, дорого каждое слово, которое, как известно, если вылетит, то поймать можно не только ответное слово оппонента. Сколько ни кричи друг на друга, а от этого цены на бензин не изменятся, зарплата не вырастет. Пора предпринимать действия, пора дать возможность каждому реализоваться в своем регионе. Пока еще находясь на одной нейтральной территории, кандидаты от правых и левых находятся в хорошем настроении. И еще можно взглянуть на них с тыльной стороны. Уже через неделю, скорее всего, настрой у многих будет другой. А новшества ждут не только кандидатов. Мы отвечаем на вопросы наших избирателей, нашего населения и берем ту ответственность, которая будет связана с реализацией этих наказов, этих вопросов. На этом, что называется, жизнь не заканчивается. Зуфар Давлетшин, Роман Безменов, Андрей Мохов. 7 дней.